Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Всем привет! Вы на канале Бай Балалай. И мы начинаем новый сезон. Внимание, досмотрите мой спич до конца. Там будет информация о денежном конкурсе. Помните, мы ездили весной в Москву и сняли очень много для вас московского контента, который уже есть на нашем канале. Мы помним людей, которые помогли нам в этом своими донатами. Их было всего 3. Но эти 3 человека невероятно важны нам. Это прям Сын, Отец и Святой Дух. Мы бы хотели их поблагодарить. Во-первых, это Туяра Андреевна. Спасибо вам большое, Туяра Андреевна, за самый большой донат, который был у нас за всю историю нашего канала. Также большое спасибо Виктору Николаевичу и Игорю Григорьевичу. Что ж, и мы еще раз можем поехать в Москву и снять еще более звездных гостей. Но для этого нам нужна ваша поддержка, ваши подписки, лайки, комментарии, чтобы наш канал рос и к нам приходили рекламодатели. И на эти деньги мы будем снимать для вас новые классные выпуски. Не будем затягивать. Вишенка на торте нашего московского путешествия. Наш новый выпуск. Приятного просмотра. Это очная ставка «Мама и дочка». Сегодня мы проверим, насколько хорошо дети и родители знают друг друга. Проигравший выполняет наказание. Давай такие бодрые, задорные, да? Давай. Привет! Головами ударились. Всем привет, ребята. Привет. Меня зовут Арина, мне 17 лет. Меня зовут Инна, мне тоже 18+. Это моя дочь. Это моя мать. Мне кажется, я плохо маму знаю. А Слушай, мама кто меня... это, Кто девушка? это? Я первый раз Кто вижу. это, девушка? Нет, ну я плохо тебя знаю, а ты меня хорошо знаешь. Мне кажется, я тебе все рассказывала, все, что у меня было. Хотя... Вот сейчас и посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас проверим, да. Раньше, конечно, меньше разговаривали, потому что я все-таки была помладше. Уровень откровенности был практически на Ну, сейчас нуле. я за последние пару лет узнала многое, конечно. Ты С прошлой такая, жизни. это не моя дочь. Нет, я наоборот каждый раз думаю, господи, как она на меня похожа. Мы придумали наказание. Кто проиграет, тот ест лимон. Если человек поморщится, Его бьют электрошокером для да, собак. то он страдает. Давай ты начнешь. Тебе легче, я думаю, 100%. Расскажите о своей проблеме. Доктор, я потерял вкус к жизни. Как это? Ну вот мне в дошираке 2 вилки попадаются, а меня это не радует. Так. Продолжайте. Да что продолжать? Я даже этикетку от йогурта облизывать не хочу. О, да, это запущенный случай. И что же мне делать? Вот, держите. Мохито? Вот еще. Не спрашивайте, просто пейте. Кола. Вкусная кола. А ну-ка повторите. Вкусная. Вкусная! Спасибо, доктор! Вы вернули мне вкус к жизни! Не нужно благодарностей. Это все. Бондрагон. Бондрагон. Верни вкус к жизни. Собирайте крышки с кодами и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Вся информация в инстаграме Бондрагон. Ссылка в описании. О себе любимой. До шоу гости ответили на вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Знает ли ответ человек напротив? С какой звездой я без раздумий пошла бы на свидание? Ой, у тебя очень много нравится, у тебя столько крашей. Ну я такого, наверное, даже не вспомню. Блин, я не знаю. Актер? Ну, конечно. Брюнет? Такое, знаешь, там, как вот тащ. Почему Почему я тебе подсказываю? это? Качок такой. Нет, не качок. Не ладно. люблю качков. Ну, в смысле, ты мне показывал. Ну, вот это вот все так говорят. Ой, я Брэд Питт. Даже не знаю. Ну, что-нибудь, наверное, Голливуд какой-нибудь. Ну, пусть будет Брэд Питт. Да? Я бы сказала. Я сразу хотела, на самом деле, сказать Чтоб Брэд ты мне Питт. тоже подсказывала, Нет, понятно? Да, я честно хотела сказать Брэд Питт. Просто я думала на этого актера, который ты мне показывала, который такой еще вот с такими огромными скулами, такой красавчик. Челюсть у него еще такая большая. Ну, с ним бы я тоже, конечно. Ну, конечно. Как будут звать моего первого ребенка? Так хочется угорнуть, если честно. Давай, угорай. А соль? Ну, почти. Я тоже по угару ответила, типа. Дочь, Более сын логичнее. хотя бы. Сын. Как я точно его не назову? Петром точно не назовешь. О, господи, я сама не знаю ответ на этот вопрос. Ну точно не Петя. Пусть будет так. Потому что моего молодого человека зовут Петя. Если он будет Петр Петрович, это будет уже слишком. Да! Правильно, Петр
что-то слишком. Это Соль Петровна, это вообще прям... Да, 1-1. Какое прозвище у меня было в школе? О, я знаю, этот, не дистрофичка, а этот, типа... Это жестко было. Скафандр, ну В этот... скафандре? Ну как его? Глиста в скафандре? Нет, не глиста в скафандре, как называется? Дистрофанка? Нет, не дистрофанка. Анорексичка? Подожди, нет, как? Бухенвальский набат? Вот, бухенвальский. Ну, это одна из... Нет, я назвала самую жесткую. Какой? На самом деле ты ее не знаешь. Было ужасное прозвище. Не скажу. Это отстой. Я училась, знаете, в какой? Во второй национальной. Там было все жестко. Это увидит весь Якутск, отстой. И все мои бывшие одноклассники. Короче, у меня было прозвище Журка-Чурка. Потому что моя фамилия Журавлева. Но Арина этого не знает. Я такие истории ей не рассказываю, мне стыдно. Почему чурка-то? Ты Что я училась во второй ты в школе. России училась, ну. А где? Ой, в смысле, это... Познакомьтесь. Это моя дочь. Я имею в виду в Мне русской школе. По Это же не- географии Это же 2. якутская школа была. Ну, я имею в виду, что какой-то национализм. Было, знаю. Мой любимый мультперсонаж. Пупырка, что ли? Ну, я знаю, как мама ответит. Наверное, она будет права. У меня с детства любовь к пупырке из времени приключений. Мама, это нечестно! Ой, это вообще прикол, Ариш. Я Ну-ка. все время об этом говорю и стебу тебя на эту тему. Я боюсь. До какого возраста я тебя кормила грудью? Не надо, Давай, ты сказала давай бы. признайся на всю страну. Какой ужас, ну лет... Ну, блин, зачем ты это сказала? Не знаю. Да в смысле не знаешь, До ты 3. все время говоришь. До 3? Ну, скорее всего, она ответит до 3,5 лет, потому что я ее все время стебу на этот счет. Ты была уже взрослая девочка в 3,5 года, подходила и говорила: мама, дай мне течку. Ну, официально до года. Неофициально до 3,5. Господи, мне стыдно. Все, давайте следующий вопрос скорее. Я не помню, это не я была. Какую часть тела я считаю самой привлекательной в себе? Голова. Какая у меня привлекательная голова? А что? Уточнение, у кого, у мужчин или у женщин? А у меня? О, ну пусть будут ноги. Странный, да, выбор? Я не фуд-фетишистка, если что. Ладно, все, ты не угадала. Что я Ноги? тебе? Ноги, да. Точно не знаешь это. Я боюсь. Во сколько лет я узнала, что такое секс? Я не знаю. Что это? Что за слово? Я такое не знаю. Зачем тут спрашивает? Так. Давай уйдем, убежим. Наверное, рано как-то. Ну, типа, серии по себе людей не судят, конечно. Нет, ну типа все дети рано узнают об этом, мне Ну, кажется. вот во сколько? Ну, мне кажется, вообще в детском садике. Ну, лет в 5. Ну, что-то рано. 5-6. Я подглядывала фильм, помню, мне мама вот так закрывала глаза. Как сейчас помню, фильм назывался «Милый друг». Они с сестрой смотрели, я так из-под одеяла такая: ага, что они там делают? Какой ужас. А, нет, вру. Я у сестры слушала в 5 или в 6 лет Эммануэль. Тогда вышел фильм «Эммануэль», и у нее, короче, на кассетах крутилась музычка из «Эммануэль», и она все время меня ругала, и я тайком это слушала. Угадала? Реально в 5 лет? Офигеть! Дай 5, я тоже. Дай 5, я тоже. Я тебе подсказала, типа, по себе людей не судят. А ты откуда знала? Я тебе не говорила. Ну, как бы это физиология. Пубертатный период начинается в 5-летнем возрасте. Ну Дети да. интересуются, что Да не это интересуется, просто у меня всегда всю мою жизнь были дебильные подруги, которые мне все рассказывали. О, ты знала? Ну, как бы я не знала, что, как это происходит, но я знала, что, типа, такое бывает. Какой предмет я бы никогда не сдала в ЕГЭ? вообще Подумай никогда. хорошо. Если бы я захотела, я бы любой предмет сдала. Ну, как бы нет По-любому бы проблем. не сдала биологию, мне кажется. Почему? Сдала бы биологию. Ну да, у меня хорошо было все по биологии. Все? Это было Не-не-не, окончательно? Да все, подожди. Химия, что ли? Ну, пусть будет химия. Мне кажется, химию я бы никогда не сдала в ЕГЭ. 100%. Да. Ну, а что тоже одно и то же, потому что биология и химия. Между прочим, они Не где-то одно и вместе, то нет? же. Нет. Биология гораздо проще, чем химия. Химия, история и литра самые сложные предметы. То есть блогеров меня бесит. Инстасамка. И, наверное, это угадает, потому что, скорее всего, инстасамка. Ненавижу. Реально? Да. Дай 5, подруга. Во сколько лет я впервые поцеловалась? Поцеловалась Ну, ты? подумай хорошо, потому что я перепутала, когда я тебе говорила об этом. А что-то началось со Ну, сразу? реально перепутала. Я потом посмотрела фотографии и вспомнила, что это было не Ну, тогда. с Ёлкиным, значит. Нет, нормально. Не с Мишкой, что ли?
Ну, это было ненормально. Нормально, это типа... Это вот так, да. Ну нет, ну не прям так. Ой, Лех, мне без тебя так плохо. Ну все, не надо угадывать с кем. Я говорю, во сколько? Чего ты называешь людей? Мне же стыдно. надо. Мам, не надо. Тебе не надо. В голове вина. Мам, пожалуйста. А можно это типа через тире? От до? 11-12. Надо точно... Вот давай, вот 11-12, вот здесь есть правильный ответ, просто вот говори, какое. Тогда 12. Во сколько лет? Ну, в 12 где-то, наверное, в 12 лет. Я все время путаю эти числа, но я недавно посчитала и поняла, что в 12. Не знаю, зачем мне эта информация. Ты умничка. Я выиграла! Прикинь? Первый раунд, да, мамуль? Детектор лжи. Если участник не отвечает на вопрос или отвечает неправильно, то получает удар током. Все, готово? Мамочка, сколько лет назад вышло мое первое видео на YouTube-канале? Ну, я помню, что тебе было... Давай. 8-9, где-то так. А у меня страшная неответственность. Что, в 10, что ли? После голоса? Пожалей, мать. Мам, пожалуйста, давай скорее. Сколько лет назад просто? Но если каналу 8 лет, логично ответить 8 лет назад. Это правильный ответ? Ты дура! Это было больно! А предупредить тебя, я тебя сейчас жахну! Я подумала просто, что так будет лучше. 9 лет назад? Ну 9. 7. Как 7-то? 7. 8 лет Ютубу! Я в 2013 создала канал, а в 2014 выложила видео. А что ты всем врешь, что у тебя 8 лет канал? Так 8 лет каналу с дня создания. Мне уже 10 лет было, почти. Ой, ладно. Прости, у тебя сильно болит? Не, ну больно, конечно. В смысле, реально больно? Да. А Нет, можно мне знаете, поменьше будет щика. сделать? Нет, У меня же нельзя. кожа маленькая. В смысле, ручка А что ты сразу? Второй вопрос. Кто повернулся вторым в слепых прослушиванием проекта «Голос»? Ну, Пелагеюшка. Да, это правильно. Следующий вопрос. Сколько толиков у меня было в общем количестве? Картонных стаканчиков. Ты серьезно на это ответила? Да. В смысле, сколько? Их был целый балкон. Да, я про это же, но я ответила приблизительно. Подумай, как я бы могла ответить. В районе какой-то цифры? Ну да, типа больше. Больше 100 точно. Ну типа. А, Ну типа, это ты ответ сказала? Больше 100? или около 100. Ну, вот где-то в этом Ты районе. ты так переживаешь. Ну, потому что ты меня обижаешь. Точно больше 100? Помоги. А? Больше 100? Ты уверена? Ну, не 10 же. Целый балкон был. Ну, больше говори. 1000 тогда. Да. Больше 1000. Не бей меня! Около 1000. Что? Больше 500. Ну что? Нет, не бей! Все, мамочка, Больше да. Больше Садистка, дочь, господи! Было несколько коробок. Ну и чё? Было там 10 тысяч вообще. Откуда ты знаешь? Я знаю, что там папа было говорит. 10 000? Я сказала больше 4. Прости, мамочка, ты самая лучшая. Прости меня, пожалуйста, мне так стыдно. Ладно. Блин, второй раз больнее. Да? Ага. У меня же нога У дергается. меня живот заболел. Так, имя моей первой школьной подруги. Ты знаешь. Ой, это. Первая школа. Ну, вот Ну, я Маша, пришла... Маша. Да, все правильно. Название моей первой песни. Авторской. Которую ты написала сама? Да. Знаешь ты. Да, все правильно. Бля, литр пота просто, литр Всё, пота. да? Да, все, мамочка. Нет, не на 46, нормально, вот так, очень нормально, очень... Мам, не надо, я сижу с тобой, мама! Она увеличила, мам! Ладно, я же не умру, правильно, не умру, все, не умру. Я татуировку била, камон, 3 раза, все. Сколько лет мы вместе с папой и через сколько дней после знакомства он мне сделал предложение? А что считать, в шутку или не в шутку? Нет, Ладно. я правду. Мы познакомились в 87-м. Так, математика. 2021 минус Ну, столько не живут, короче. 1987, 34? 34? Угу. Через сколько сделал предложение? Через сколько лет, да? Ну, тебе 18, получается... Ну, даже не знаю. Подожди, я не буду озвучивать, в каком году ты родилась. Мы же все поняли, если 34 года знакомы, господи. Господи, в 95-м, да? Предложение? На 3-й день знакомства он еще тебе предложение сделал, нет? Ты это не считаешь или считаешь? Ну, а как я сказала? Через 3 дня. Было? Да, было! Да я все уже. Я хочу всегда правильно отвечать. Мам, через сколько? Через неделю. Да, мы на просто... съемка, извините. Съемка, извините.
Ты нормально, ты думали уже все. Мам, ну ты до этого тоже орала. Мне до сих пор болит, блин, почему? Отбивала ли я хоть раз у кого-то парня? Да, миллиард раз. 150 тысяч. Ну нет! Она долго очень делает. Пишите маме в комментариях, что она не права. Я в детстве говорю, я не ваша мама. Я не ваша мама. Мама меня в детстве пранковала. Я заходила в душ, ну, она в душе, вернее, мылась, а я просто руки мыла в раковине. И она вот так вот очень тихо и таким грозным, грубым голосом такая: я не ваша мама. И я все детство боялась, что она не моя мама. Моя мама надо мной тоже так делала. Точно так же. Она такая: клевый пранк. Это типа наследство. Все, давай. На сколько килограмм я хочу похудеть? Мам. Ну ты знаешь это. Не знаю, у тебя очень сложные вопросы, вы издеваетесь. Кто повернулся к Арине вторым? Пелагея. Очень сложные вопросы, я не знаю, насколько. Это просто. Не насколько. В смысле? Ладно, пожалуйста, не надо Я мне хочу сразу бить. похудеть. Ты хочешь похудеть? На 5 килограммчиков. Да? Красотка еще. Я чуть не это. Я толстая. Ты не толстая, я вообще считаю, Всё, что я мне поняла, я сколько не надо. толстая. Да нет, ты просто рассказывала, ну 5 килограммчиков бы. Мое любимое якутское блюдо это вообще. Индигирка. Какая индигирка, строганина? Ну, мама, ты тоже любишь индигирку. Ну это второе любимое блюдо. А второе, а первое? Ну, строганина-то понятно. О, сейчас Занька придет всех шахнуть так же. Пожалуйста, не хочу Сколько проиграть. стоит мое обручальное кольцо? Мама! Ты никогда мне об этом не говорила. Вы подставили меня все. Пожалуйста, давай подскажи, когда хоть чуть-чуть, потому что я вообще... Здесь еще лимон есть, а если поморщишься, еще раз буду тебя бить. Хотя бы вот... Ну смотри, я тогда типа так. Ну, тебе когда-то 18 лет что-то было. стоило, а потом туда вставили 3 бриллиантика. И оно подорожало. Сколько карат? Ну, там были 0, типа, 0,7. 0,100. А у тебя не было там на помолвку, на свадьбу, ладно? Мне вообще ничего не Хорошо, было. все, я не тяну, я говорю, окей, пусть оно стоит 30 тысяч. Правильно? Нет, 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 пожалуйста, нет, мамочка, нет, пожалуйста. И все, хватит. Всё, Ты что, мама, ты 2 раза сделала? Очень больно, мам. Не обижайте своих детей. Я тебя в детстве не била, поэтому хоть раз тебя можно. Спасибо. Ты меня бесишь. Назвать 5 раздражающих фактов человека напротив. Ну, когда мы жили вместе, я ее очень бесила тем, что я была супер неряшливой, типа я все время все разбивала, везде мусорила, за собой не убирала. Ну, это, наверное, неряшливость, да? Ты вообще идеальный ребенок, шутка. Назойливость, наверное, докапывалась всякими вопросами, всегда надоедала, докучала. Вампиризм. Я энергетический вампир, как мама всегда говорит, и я всегда ее подходила, обнимала, чисто, чтобы забрать ее всю энергию. Ее очень сильно бесило, когда я ночью не могла уснуть, или там мне приснился кошмар. Я к ней подходила ночью, когда она спала, и стояла у нее над душой. Это выглядело так страшно, я представляю. Я просто стояла, потому что боялась к ней подойти и лечь к ней в кровать. Что я мало ела всегда. Наверное, ее это бесило. Хотя я не из-за этого худая, типа я могу очень много есть, и я все равно такой же останусь, и не поправляюсь просто. Но может быть я вообще не права, ее ничего этого не бесило, и мама такая: что ты меня наговорила? Почему она меня бесит? Первая писячка. Все роняет. Второе, опаздывает. Нет, нет такого качества у тебя. Не знаю. Ну давай, окей, ты 2 назвала. 3-й факт. Много спишь, Окей. быстро ешь. Окей, 5-й факт. Ну давай, как бы я ответила. Вот я и думаю, как бы. Ну раньше вот когда типа... В детстве? Ну в детстве, да, тоже. Громко поет все время. Говорит. Ну как это громко. можно в общем? Фонит все охарактеризовать? время. Словесный понос, короче. Какое качество вот у Ну, детей? суета, короче. Все, 5 фактов. Точно, Что я ты забыла все время про это. прилипаешь, все время. Да. 2, короче, совпадения. За что могу ее бесить? Я же хорошая. Она ненавидит, когда я ей говорю: ну попробуй, ну вот это вот попробуй, ну пожалуйста, попробуй вот это. А за то, что я постоянно опаздываю. Это прям 100%. Когда я ее критикую, может быть. Что я умею преувеличивать, может быть. Люблю преувеличивать.
Что я долго собираюсь. Ну, это как бы опаздывание и долго собираться — это разные вещи. Вообще ноль. Я не знаю, что. Я сама полчаса сидела. Что? Да, ну, не как знаю. я могу тебя объяснить? Никак. Ну, не знаю, окей, давай все время опаздываешь ты. Что ты все время убираешься, каждая крошка вот это вот. Я тебя этим бешу? Иногда бесит, когда ты помыл полы, и мама за тобой перемывает, потому что ей не понравилось, как я помыла полы. Так, третий факт. Скажите, я не знаю. Сейчас. Мне кажется, я неправильно сказала. Что долго собираешься, что долго... Вот меня всегда бесило, что ты долго в ванной стояла после душа, натирала всякими себя кремами. Да, четвертый. Не знаю, ты идеальная мама. Ну что может бесить? Я не знаю, мамочка, что ты всегда воровала мои вещи. Чё? Вот это сейчас что было? Так, вырежите, пожалуйста. Нет, мама просто такая, ой, у тебя такая толстовочка. И тебе идет, носит. Я это не против, просто ты смешно это делала. Я не знаю, маму. Да я сама не знала, что ты Что придумала там. ты, не знаю, что ты не любишь гостей. Зачем ты говоришь об этом на всю страну? Кстати, да, я забыла про это. Опять называлась. 2 попадания. Точно! Я же про то, что тебе Серьезно, попробуй. 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 Он все время что-то пробует, такая, попробуй, на, попробуй. Вот не отказался реально. Вообще не вариант. Потому что потом она обижается и говорит, я тебе ничего пробовать не буду. Ты вообще меня не критикуешь. Да? Вообще. Я сама придумала. Она такая, скажу что-нибудь. Ну, мам, да, ты преувеличиваешь. Но это вообще не весит. Ну, типа, ты смешно милашка, да? рассказываешь, да. Такая, да, у нас там было 1000 там всего. А ты-то сама-то. А я-то сама-то, да я твоя дочь. Больше 4000, ага. Мама и дочка. Ты меня опередила на 2. Ты меня лучше знаешь. Ну, как я и, собственно, и ожидала. Я победитель. Ура! Ну, в смысле, ты меня знаешь прямо с пеленок, и я Да. тебя знаю только вот... С пеленок тоже. С Со своих середины только. жизни, да. Ну, это логично в целом. Поэтому я горжусь мамой. Мама молодец, она меня знает. Ура! Итак, мое наказание, я должна съесть Прям лимон. с покерфейсом такая, знаешь, Покерфейс. такая. Помнишь, мы спорили, мы, короче, себе сидели и по очереди ели очень-очень кислый лимон. Не должны были морщиться, и я в первую же секунду поморщилась. Ты сосредоточься, думай, знаешь, о чем? Думаю о том, чтобы меня не херануло этим электрошокером. Выражайся. Фигануло. Не потихоньку. Прям всю дольку. Нет, прям Это нет. я просто там отваливалась. С кожуркой так проще. С кожуркой проще. Да. Нет. Не забудь, что тебе нельзя морщиться. Угу. Такое лицо. Ты скажешь, что нечестно. Не морщись, я не морщись. Ты уже что-то такое, Нет, типа, я сделала. не морщилась, я просто кусала. Ага. Я слежу за тобой. Я очень А ты у что-то тебя делаю. что-то вот с лицом. Я жую. Не хочу смеяться. Ирина. У меня сводят скулы просто очень сильно. Ура! О, уберите это. Быстренько Нет, сейчас. нет, пожалуйста, пожалуйста. Ой, это классная штука. Понравилось, да? Мгм. Купишь себе? На день рождения тебе надо было подарить. Да, думаю сейчас. Чего бы этого не было, когда вы были маленькие? Класс. Вообще у меня ходили бы так. Такие по струночкам. Накрошила там что-нибудь под стол. Если что, это все шутки. Не, мы любим друг друга. Было здорово. Мне очень понравилось. И интересно отвечать на вопросы друг про друга. И вопросы были не банальные. Не банальные и очень сложные, блин. Да, и очень Можно в сложные. следующий раз как-то попроще. Да, спасибо Что большое. я столько не ответила про тебя. А я столько не ответила про тебя. Спасибо большое вам за приглашение. Да, Было очень спасибо здорово. огромное. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк и пишите в комментариях, Мы вас любим насколько очень. вы рассчитывали, кто выиграет и кто проиграет. Всем пока, всем удачи. Пока! Ну что, как вам выпуск? Не надо говорить про себя, пиши свое мнение в комментариях. А теперь к конкурсу. Задача конкурса очень простая. Вам нужно будет написать вопрос. Кому или чему угодно. Допустим, журналист задает вопрос Питеру Паркеру. Питер, каково это в один момент стать изгоем? Пишите свои вопросы под закрепленным комментарием. А самый жизненный, прикольный, правдивый, интересный вопрос получит от нас 5000 рублей на свой мобильный банк. И забыл сказать, нужно быть обязательно подписанным на канал. Итоги конкурса через неделю. Пока!